Доброе утро, Якутия! Начинаем новый рабочий день. Вместе с вами Вероника Тамтосова. Да, это последний день июля. Ну, прям кажется, что наступила осень. Но я уверена, август подготовит для нас немножко теплых, хороших дней. Таких же, как и наша программа. Все самое теплое, светлое, радостное у нас. Это и последние новости, и отличные гости. Сегодня, кстати, обсудим серьезную проблему вечной мерзлоты. Так что никуда не переключайтесь. С Павлом будем на связи. Ну, а прямо сейчас спешу подготовить к рабочему дню прогноз погоды. Итак, в центральных районах сегодня плюс 9, плюс 10, в Заречной группе 9-12 выше 0, в южных плюс 11, в Вилюйской группе 8-11 градусов тепла, в Нижнеленских 8-10 выше 0, в западных плюс 6, плюс 9, в Колымо-Индигирской группе Улусов 3-7 градусов выше 0, в Янских плюс 3, плюс 4, на северо-западе 6-8 градусов со знаком плюс. В Якутске температура в 6 часов не очень радует, 11 градусов со знаком плюс, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер западный 4 метра в секунду. Сегодня днем без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Ну, кадры у нас еще такие яркие, солнечные. Будем надеяться, день сегодня, несмотря на градусы, будет таким же позитивным, пусть и последний день июля. Ну, а хочется сказать, что традициями и обычаями в странах Юго-Восточной Азии можно удивляться бесконечно. Они всегда добрые, мудрые, направлены на уважение к старшим, заботу о младших, укрепление здоровья и многое другое. Перечислять можно бесконечно. Но одна из которых нам точно стоит поучиться – это утренняя гимнастика. Каждое утро в 5:30 практически все жители в каждом городе Вьетнама, Китая, Камбоджи и остальных странах этого региона встают на утреннюю зарядку. Есть масса мест, площади, улицы, бульвары, где собираются люди того или иного района, города и под музыку начинают зарядку. Кто-то в группе делает гимнастические упражнения, для кого-то пробежка более интересна, кто-то занимается по своей собственной программе. Но самое, пожалуй, главное, то, что здесь нет ограничений по возрасту, статусу и физической подготовке. Такой пример очень заразительный. Давайте и мы сделаем доброй традицией, несмотря ни на что, делать вместе зарядку на Якутия-24. Всем бодрое, доброе утро! Сегодня у нас комплекс Full Body на проработку всех групп мышц. Первое упражнение, которое мы с вами будем выполнять, это выпады с отягощением. Выводим ножку назад и у нас подъем бедра вверх. Работаем на каждую ногу по 16. В верхней точке выдох. 13. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Смена, все то же самое на другую ногу. Поехали. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Далее постановку ног уводим на ширину плеч, разворачиваем отягощение. 3, бицепс, поехали. Выдох, 12 подъемов. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Молодцы. Чуть-чуть ножки подсобрали, сделали уже ширины плеч. И у нас с вами будет работа на грудные. Поехали. Крест-накрест. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы. Хорошо. Опустили ручки и переходим с вами на коврик. Отстраиваем руки на ширине плеч. Чуть шире плеч. Ноги уводим в замок. Постановка корпуса, как в планке. Прогиб в виде домика исключаем. 12 отжиманий. Поехали. 12, 11, 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы. Хорошо. И переходим с вами на мышцы брюшного пресса. Работать будем в прямом кранче. Отстраиваем корпус. Обхватили себя за колено. С круглой спинкой ушли вниз, позвонок за позвонком. Далее отстраиваем ножки на ширине плеч. Для усложнения вы можете поднять стопу на пяточку. Руки заводим за голову. Большие пальцы у виска. Ручки на затылке, пальчики не сводим. Подбородок на полочке. 20 подъемов. 20. Выдох. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Во время отдыха делаем ножки крест-накрест. Берем себя за стопу, оттягиваем бедро в противоположную сторону и отдыхаем так от 15 до 20 секунд. Восстанавливаем дыхание, расслабляем мышцы и выполняем этот комплекс еще 3 круга, между которыми отдых от 15 до 20 секунд. Какая у нас сегодня динамичная зарядка. Думаю, вы все проснулись, но это будет отличная традиция, тем более, что зарядки у нас меняются, где-то чуть быстрее, где-то что-то спокойное из йоги вы можете выбрать для себя. То есть даже вдохновляясь нашим тренером, что-то делать свое, почему нет? Отличная традиция и прекрасное начало дня. Не менее хорошее, чем последние новости. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Павильон о развитии Дальнего Востока представят на выставке в рамках Восточного экономического форума. Выставка улицы Дальнего Востока состоится с 3 по 8 сентября. Все тематические зоны будут оснащены мультимедийным оборудованием. К примеру, посетители с помощью VR-устройства увидят главные достопримечательности Дальнего Востока, а также посмотрят видеодневники участников всероссийского конкурса «Земля приключений». Гости выставки также смогут получить информацию о механизмах поддержки предпринимателей и социально значимых программах, направленных на повышение качества жизни людей на Дальнем Востоке. В Якутии расширены меры поддержки многодетных семей. Семьям республики, у которых 3 и более детей, будет предоставлена льгота по оплате жилья и коммунальных услуг в виде выплаты в размере 30% на одно помещение. Помимо этого, обучающимся по программам СПО за весь период обучения положена единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей. Заявление на получение этих льгот и выплат можно будет подать электронно через госуслуги, а также лично через многофункциональные центры. Выплата предоставляется без учета доходов многодетной семьи, но сумма выплаты будет учитываться в доходе семьи при назначении других мер поддержки, таких как единое пособие на ребенка, субсидии на ЖКУ и тому прочее. Уполномоченным органом по предоставлению новой меры является подведомственное учреждение министерства, это агентство субсидий. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте министерства, агентства субсидий или получить по консультацию по горячей линии. Стартовал конкурс «Лучшие товары Якутии». Победители определят по 6 номинациям, в том числе будут определены лучшие изделия народных и художественных промыслов. Участниками конкурса могут быть предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и работающие в Якутии. Заявка оформляется на продукцию, услугу или ассортиментную группу однотипной продукции под единым названием. Один участник может подать несколько заявок. Закон о запрете продажи энергетиков детям рассмотрят во втором чтении в Госдуме России. Законопроект также предполагает запрет на розничную торговлю такими напитками в потребительской таре объемом более 500 мл. Поясняется, что контроль за исполнением закона планируют осуществлять через Роспотребнадзор. Юридические, должностные лица и граждане, нарушающие требования и ограничения запрета на продажу, будут нести ответственность в соответствии с законодательством России.
До конца этой недели в Якутии устоится прохладная погода. С началом августа ожидаются первые заморозки. В ближайшие сутки двое по северо-востоку республики. Местами в заречных районах пройдут небольшие дожди. Далее до конца недели устоится прохладная погода, преимущественно без осадков, с температурой гораздо ниже нормы. При прояснении в центральных, западных и местами южных районах Якутии ночная температура ожидается в пределах +5, +10 градусов. По арктическому побережью на этой неделе ожидается отрицательная ночная температура, а дневная не выше +14, +19 градусов. Мы продолжаем делиться актуальными новостями и хотим сегодня поговорить о следующем. Госуслуги – удобный интернет-сервис, который позволяет решить множество проблем прямо из дома. Но что делать, если аккаунт на сайте госуслуг взломали и доступ ко всем вашим документам оказался в руках злоумышленников? Сегодня в этой теме мы будем разбираться с Натальей Борисовой, главным специалистом отдела коммуникации Центра «Мои документы». Наталья, доброе утро. Доброе утро. Ну, серьезная тема. Как могут взломать личный кабинет на госуслугах? Сегодня мошенники используют очень много схем, и они еще совершенствуются с каждым днем. И, к сожалению, наши граждане попадаются на эти уловки. Но самая распространенная схема – это, конечно, подложные звонки. Когда нашим гражданам поступает звонок, например, от якобы сотрудника Центра «Мои документы», от сотрудника банка, и начинают пугать, получается, нашего гражданина. Также еще популярная схема – это рассылка писем, то есть с очень непонятными ссылками. То есть, пройдя на который человек попадает уже на фишинговый сайт, и уже с этого сайта мошенники берут всю информацию о нашем гражданине. Ну и также популярна эта просьба установить фальшивые приложения, которые тоже они очень похожи на фишинговые сайты, и также к ним попадают все персональные данные и доступы во все сервисы. А вообще, есть ли какая-то коммуникация, требующая от специалистов «Мои документы» звонить человеку? По-моему, все же в электронном виде, путем смс-ок, там еще каких-то сообщений. Нет, бывает то, что мы звоним, то есть Центр «Мои документы» совершает звонки обычно пожилым гражданам, которые не пользуются электронной почтой, которые не всегда прочитывают смс. Но у нас номер поступает, всегда заканчивается на 2216, и то есть в телефоне высвечивается уже Центр «Мои документы». И просто так, без причины у нас сотрудники не звонят. То есть для звонка гражданин должен был или записаться в МФЦ, или подать документы. И, то есть звоним уже по документам, и сотрудник МФЦ никогда не попросит у вас назвать пин-код из СМС или продиктовать какие-то данные, пароля тех же госуслуг. То есть распознать мошенника можно путем того, что вам задают персонализированные вопросы по аккаунту, и еще как? Призыв к действию. Обычно это всегда, то есть это же у нас стрессовая ситуация, взламывают ваш счет, пытаются оформить на вас кредит, то есть побуждают к действию прямо здесь и сейчас. Это уже повод насторожиться. И здесь на самом деле хорошо бы включить холодную голову, положить трубку, не боясь оскорбить собеседника на том конце провода, найти номер телефона официальный, перезвонить и уточнить, было ли действительно такое. То есть если вам говорят, что вам не звонили, значит, все у вас хорошо, и можно не беспокоиться, это были мошенники. Как защитить аккаунт на госуслугах от мошенников? То есть мы знаем, что это аккаунт, на котором проходит регистрацию, персонификацию, через Центр «Мои документы». Что я еще должна сделать, чтобы быть уверенной, что мой аккаунт в безопасности? Установить двухфакторную идентификацию. То есть это обязательно, то есть это не просто пароль, это уже подразумевает после введения пароля ввести еще код из СМС, который поступает всегда с номера 0919, не называя его никому. Вообще все данные, которые поступают по СМС с госуслуг, номер официальный 0919, эти данные предназначаются только для вас и ни для кого больше. То есть не нужно их называть друзьям, семье, тем более не нужно называть собеседником на том конце провода. Также еще рекомендуем настроить контрольный вопрос, ответ на который также никому не стоит называть. То есть это обязательные действия, которые помогут сохранить ваш логин. А как это сделать? Как эту идентификацию установить? Просто у меня она стоит как-то автоматически, может быть, я когда-то что-то делала, но я, честно говоря, об этом забыла. А если я сейчас, услышав вас, захотела ее установить, что я делаю? Прихожу к вам? Вы можете к нам подойти, и наши специалисты, конечно, помогут вам настроить, но также можно это самостоятельно сделать, зайти в настройки, и там уже в разделе «Безопасность», то есть все настроить. Все прочитать и, соответственно, перейти. Но если не могу, обратиться к детям, внукам. Да, конечно. Так, какие есть
дополнительные меры безопасности? Ну, дополнительные меры — это вот все-таки как раз-таки двухфакторная это вот идентификация. Да, также не называть, опять-таки, ответ на контрольный вопрос, не переходить на различные ссылки. Также очень часто бывает такое, то, что наши граждане заходят там, в какой-то компьютерный клуб, какой-то, возможно, компьютер в общественном месте и забывают потом выйти. Мгм. То есть они зашли, поработали, направили заявление, оставили все в открытом доступе и ушли. Мгм. То есть так тоже делать нельзя. Нужно быть особенно внимательным. Все-таки у нас в госуслугах хранятся все наши персональные данные. То есть это наш паспорт, наш номер СНИЛСа, а также все данные о семье. Мгм. То есть я должна выйти из своего аккаунта или, когда захожу, поставить галочку «Не запоминать». Да, все верно. Все хорошо. Куда мне обращаться, если меня взломали? И что мне делать? Если все-таки вас сломали, в первую очередь это нужно обратиться в полицию. То есть это все-таки уголовное преступление. Не забывать, обязательно написать заявление, далее позвонить в банк свой для дальнейшей блокировки карты, чтобы у мошенников не было возможности получить доступ к вашим финансам. И далее можно обратиться в центр «Мои документы» для блокировки аккаунта в госуслугах или для удаления. Но здесь это уже не дает стопроцентной гарантии, к сожалению, потому что злоумышленники, которые уже украли ваши персональные данные, они могут восстановить тот же логин. И здесь сотрудник центра «Мои документы», конечно, поможет, если, допустим, гражданина, которого взломали, сразу прибежал в МФЦ, ближайший офис, они на месте сразу позвонят в полицию, позвонят в банк и параллельно начнут удалять и пытаться восстановить, конечно, госуслуги. Поэтому рекомендую, конечно, не продолжать разговор с незнакомцами, вообще игнорировать. Если кому-то нужно будет с вами связаться, они свяжутся. Давайте напомним, как обратиться в центр «Мои документы». В центр «Мои документы» можно обратиться по номеру контакт-центра 8 800 100 ровно 22 16 или обратиться в любой ближайший офис. Спасибо большое. Будем надеяться, что благодаря вашим полезным советам многие избежат проблем. И, конечно, нас никто не будет взламывать. Тем более такая важная вещь, как госуслуги. Почему-то мы порой не задумываемся, насколько это важно и что там хранятся все наши документы. Ну что, спасибо До новых вам. встреч. Будем ждать полезные советы. Дорогие друзья, у нас сегодня 31 июля. Вы думаете, тортик просто так? Нет. 31 июля ежегодно все поклонники Поттерианы отмечают день рождения Гарри Поттера. Именно в этот день, в 1980 году, согласно истории, которую придумала знаменитая Джоан Роулинг, родился Гарри Поттер. Кстати, в этот день отмечает свой день рождения и автор серии романов о легендарном мальчике. Великолепная Джоан родилась 31 июля 1965 года. Если вы не знаете, то напоминаю вам, что самая первая книга о Гарри Поттере появилась в 1997 году. Самой читаемой из всех книг про Гарри является «Гарри Поттер и философский камень». Ну, кстати, не только Гарри Поттер родился, но и я. Ну, о том, какие еще важные события сегодня, узнаем прямо сейчас. На календаре 31 июля. Сегодня отмечают День необычных музыкальных инструментов и Всемирный день рейнджера. По народному календарю Амельянов день. С Амельянова дня начиналась жаркая пора у хозяек. Они заготавливали варенье и соленье на зиму. Значительную часть заготовок составляли дары леса. Амельян пришел, грибов, ягод нашел, велит заготавливать. Приговаривали люди, возвращаясь из лесу с полными корзинами и туесами. Это день в истории. 1026 год. В Вышгороде освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба. 1605. В Москве венчано царство Дмитрий Иванович, более известный как Лжедмитрий I. 1944. Территория РСФСР освобождена от немецко-фашистских захватчиков. 1956. В Москве открылся центральный стадион имени Владимира Ильича Ленина, ныне Лужники. В этот день родились 1906 год. Вера Морецкая, советская актриса театра и кино, народная артистка СССР. 1914. Луи де Фюнес, французский киноактер, один из величайших комиков 20-го столетия. 1930. Олег Попов, советский артист цирка, клоун, актер, народный артист СССР. 1937. Эдита Пьеха, советская и российская эстрадная певица и актриса, народная артистка СССР.
1945-е. Леонид Якубович, советский и российский телеведущий, актер, продюсер, сценарист, народный артист Российской Федерации. Именины сегодня отмечают Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон и Степан. Ну а от тем приятных переходим к более серьезным. Якутия является крупнейшим субъектом Российской Федерации, входящим в состав арктической зоны. Вся территория республики расположена в зоне вечной мерзлоты, имеющей самую большую мощность в мире. Таяние вечной мерзлоты – серьезная экологическая проблема для всех арктических регионов. Мой коллега Павел Танин прямо сейчас находится в царстве вечной мерзлоты, чтобы разобраться в этой проблеме с приглашенным гостем. Павел, доброе утро. Да, Вероника, доброе утро. Ну, я нахожусь сейчас, казалось бы, в прекрасном для летней жары месте. Находимся мы в месте, где, несмотря на то, что за окном плюсовая температура, необыкновенная, конечно, у нас здесь лед, холод, прохлада и как бы вроде бы хорошо. Но причина, по которой мы здесь находимся, не сказал бы, что прям вот такая радостная, хорошая, потому что в последнее время в Якутии сталкиваются с таким явлением, как какие-то провалы, впадины, которые образуют различные овраги, исчезают фактически озера, и вроде как происходит таяние огромного кратера вечной мерзлоты. Да, вечная мерзлота, которую мы все как знаем, на которой мы многие века Якутия живет. И вот что это за процесс такой, критический ли он, стоит ли беспокоиться или нет, поговорим со специалистом. Рядом со мной Михаил Васильев, старший научный сотрудник Института мерзлотоведения имени Мельникова Российской академии, Сибирского отделения Российской академии наук и, собственно, кандидат географических наук. Михаил, доброе утро. Здравствуйте. Вот. Ну, собственно, вечная мерзлота, все мы о ней знаем по названию, наверное, с детства, да, мы это название явления слышим. Тем не менее, что же вообще такое вечная мерзлота? Ну, по сути, вечная мерзлота, или даже, как правильнее говорить, многолетняя мерзлота, соизмеримое словосочетание, которое мы используем, это многолетние мерзлые породы. Это такие породы, которые от 2 лет и более находятся при отрицательных температурах, ниже 0 градусов. Считается, что вечная мерзлота сформировалась от 1 до 2 миллионов лет тому назад. И на самом деле современная эпоха потепления, да, повышения приземной температуры воздуха, которую мы с вами сейчас наблюдаем повсеместно на планете Земля, в том числе и в нашем регионе. Например, за последние 60 лет температура воздуха на территории Республики Саха-Якутия, если даже усреднить, увеличилась аж до 4 градусов на самом деле. И многие переживают, что так называемая вечная мерзлота, она растает. Но на самом деле, как минимум, для оттайки многолетнемерзлых пород и всей ее толщи, которая достигает до 500 метров, а в горных областях это до 1,5 километров, как минимум необходим тот же самый период, которым ранее она сформировалась 1,5-2 миллиона лет тому назад, если не больше. В основном у нас из-за современного потепления, повышения температуры воздуха наблюдается деградация верхнего слоя криолитозоны. Вот. Это повсеместно мы наблюдаем на территории нашей республики обрушение береговой линии, обнажение льдов повторножильных, в том числе и термокарстовых образований. Термокарст — это образуется в результате оттайки подземных льдов, и наши ландшафты, грунты, они проседают. Далее, на самом деле, это целый ряд криогенного процесса, целый цикл, который длится не 1 год, а даже десятилетиями. И начинается вот от термокарста, и далее различные процессы, которые мы называем беллары, ия, дёдя, тымпы. Это от полигональных объединений, как раз-таки от просадок грунтов, они полигонально объединяются, и в последующем в них накапливаются дождевые талые воды, мелководье образуется, и в результате, в конечном итоге, образуются тымпы, это полноводные озера. И в последующем, в результате естественного осушения таких озер и испарения воды, образуются наши аласы.
Аласы это у нас, если простыми словами сказать, это ложбины овальной формы. Вот. Считается, что современные аласы на территории Республики Саха-Якутия сформировались в различные периоды потепления Голоцена. Это примерно 5 и 8 тысяч лет тому назад. Мы сейчас уже слишком уходим в такую в сильную теорию, да, фундаментальную. Да. Предлагаю немножко двигаться, потому что, да, все-таки здесь прохладно. Тем не менее, что процесс естественный, как вы сказали, того, что, ну, оттайка какая-то происходит, но для того, чтобы полностью мерзлота растаяла, потребуется миллионы и миллионы лет. Да. Примерно столько же, сколько она Да. формировалась. Тем не менее, на сегодняшний день ситуация, можно ли назвать критической, опасной? Стоит ли волноваться? Или есть, может быть, какая-то угроза, опять же, там, объектам, жилым зданиям, объектам экономики и так далее? Понял, спасибо за вопрос. Ну, с критической точки зрения мы считаем то, что у нас деградирует верхний слой криолитозоны. И образование термокарстов влияет, вот как раз таки просадки грунтов повсеместные влияют на частное подворье, так как у нас в Республике Саха-Якутия в наших районах, улусах это частное строительство, дома. И многие дома проседают. Например, село Сылан Чурупчинского улуса. Из-за термокарстовых тоже просадок грунтов, да, термокарстов, аэропорт Чурапча был закрыт в 90-х годах. Там как раз была грунтовая взлетно-посадочная полоса. В центральной части Якутии считается, что более 50% пострадали из-за деградации, ну, вот в результате термокарста пашни наши, сельскохозяйственные угодья. Вот. Ну и наш, по сути, институт мерзлотоведения, основные направления — это как раз-таки исследование эволюции вечной мерзлоты под воздействием природного и антропогенного фактора, а также теплового и механического взаимодействия инженерных сооружений с многолетними мерзлыми грунтами. Ну и все, что от этого уже опирается, различные междисциплинарные исследования проводим. Ну, как я понимаю, то есть, грубо говоря, есть какие-то там эпизодические локальные прецеденты, да, когда вот из-за оттайки происходило, вот опять же, закрытие аэропорта в Чурапча, но тем не менее, как бы опасность, грубо говоря, локальная, то есть она в какие-то маленькие точки может затронуть, не может случиться такого, что какой-то населенный пункт однажды утром проснется, а они вот во враге уже, всем населенным пунктом. Я могу вам показать изображение села Сылан. На самом деле это критическое обстоятельство. Вот вы видите, да? Все это термокарстовые процессы, проседание грунта в селе Сылан. А это как раз-таки вот бывшая взлетно-посадочная полоса аэропорта Чурапча. И вот на самом деле многие пашни наши в центральной части Якутии деградируют именно из-за процессов образования термокарстов. Вот. А насколько сильного влияния человека на это все? Ну, термокарсты в целом, термокарстам способствуют природный и антропогенный фактор. Природный фактор — это лесные пожары, а антропогенный фактор — это вырубка лесов. Вблизи Института мерзлотоведения находится стационар Туймада, где мы проводим ежемесячное измерение оттайки грунта, в том числе и на открытой местности, в том числе и в лесном массиве. И в конце мая месяца текущего года оттайка грунта достигла 2 метров 6 сантиметров, а в лесном массиве до 1,5 метров. Вот каким образом лесной массив нам защищает верхний слой криолитозоны. Даже, например, русские казаки еще в 17 веке при осваивании и исследовании Сибири сообщали информацию царю о том, что тундровые зоны имеют такое свойство, именно почвы, что в летний период они оттаивают на 2 аршина. Это примерно 1,5 метра. Вот. А дальше уже все, вечная мерзлота. Ну и вот говоря уже про людей, да, ваших коллег, вас непосредственно, кто занимается изучением, да, этих процессов, в том числе Институт мерзлотоведения, немножко, наверное, стоит рассказать вообще про его цели, задачи и, наверное, предпосылки, которые привели к его созданию когда-то. Ну, предпосылками были это
создание северо-восточного отделения научно-исследовательской мерзлотной станции на базе Института мерзлотоведения имени Обручева в городе Москва. Но после расформирования этого института постановлением Совета Федерации РСФСР от 25 сентября 1960 года в городе Якутске был создан Институт мерзлотоведения, но уже в составе Сибирского отделения Академии наук СССР. Вот. Ну и в том числе, сами понимаете, да, что небольшой штат сотрудников Института мерзлотоведения, более 200 человек, в составе которого примерно 20 докторов наук и 30 кандидатов наук, плюс инженерный состав. Такую большую площадь нашей территории Якутии, свыше 3 миллионов квадратных километров, охватить мы не можем своими исследованиями, несмотря на то, что у нас еще и есть различные мерзлотные станции. Вилюйская, в Красноярске, город Игарка, в Магадане и в том числе и в Казахстане, город Алмата. Поэтому используем также в настоящее время современные данные дистанционного зондирования Земли из открытых источников, это спутниковые данные. Ну и плюс различные GIS-технологии. От прогресса не отстаем. Да. Вот, в этом году нашими сотрудниками, что касаемо АЛАСов, да, была зарегистрирована в Роспатенте база данных АЛАСы Лено-Амгинского междуречья. А если вот что касаемо исследований по лесным пожарам, то мы тоже вот буквально на днях получили свидетельство о госрегистрации базы данных. Это геоинформационная система по лесным пожарам. Это общий информационный картографический веб-ГИС-ресурс, где каждый желающий может пройти по ссылочке на нашем сайте и вести мониторинг за лесными пожарами на территории Республики Саха-Якутия. Здорово. Михаил, к сожалению, эфирного времени не хватит, наверное, да, чтобы обозреть всю работу вашего института, поэтому, я думаю, еще в нашу студию появитесь, или вы, или ваши коллеги, поговорим еще больше про научные изыскания. Вам спасибо, конечно, успехов в вашей работе. Ну а я возвращаю слово тебе, Вероника. Спасибо. Спасибо большое, Паша. Очень интересная тема. Она затрагивает, безусловно, каждого из нас. Тема вечной мерзлоты. Можно обсуждать ее бесконечно. Жалко, что эфирное время не позволяет. Но мы обязательно к нашим специалистам еще вернемся. Ведь планета дарит нам все. Воду, воздух, да, получается, растения, которые нас окружают. Кстати, сегодня поговорим о них. Люди издавна пользовались дарами зеленого царства природы для предупреждения и лечения различных заболеваний. Даже в самых древних памятниках письменности есть указания на использование человеком целебных свойств растений. Тайны лечебных трав владели в Древнем Египте, Индии, Китае, Греции и во многих других местах. У славянских народов лечение травм тоже известно давно. Но при сборе лекарственных трав надо знать, где сосредоточены полезные элементы и когда их концентрация максимальна в растении. Об одном из таких удивительных растений узнаем прямо сейчас. Перед нами трава кровохлебка аптечная. Многие знают. Вот это вот само название говорит – кровохлебка. Значит, она обладает кровоостанавливающими свойствами. Кроме того, она противовоспалительная. При многих простудных заболеваниях ЖКТ, обволакивающие вещества есть, которые способствуют заживлению внутренних ран. Вот она находится в периоде массового цветения. То есть все бутончики зацвели, и ее можно собирать. Мы ряд стеблей срежем. Прям практически под корень? Где-то на половине стебля. Верхняя часть более насыщена этими целебными веществами и более мягкая. Она быстро высохнет. Значит, вот это в период созревания мы только срезаем, да? Растения, цветковые растения, надземную их часть собирают именно в период цветения. Наряду с этим осенью и весной собирают их подземную часть. Подземная часть – это корни и корневища растений. Кровохлебка аптечная, достаточно худосочное растение, оно быстро высохнет, поэтому лучше применим такой дедовский метод, да? Бечевку взяли. Бечевку взяли.
обвязали снопик, делаем снопик. Его можно сделать помощнее. И отправляем. И отправляем вот эту бечевку в тенистое, хорошо проветриваемое помещение. Главное, чтобы не под прямыми солнечными лучами. И проветривалось. Его подвешиваем на гвоздик. Сколько и оно должно так висеть? Оно все, подходишь, трогаешь, уже мануально, можно сказать, путем пальпации узнаешь, что оно высохло. Хорошо. Зимой достаем этот снопик. Вот он у нас висел, там где-то лежит. Дальше-то как мы его употребляем? Достаем этот сухой снопик. Уже высохший. И сколько надо, допустим, столовая ложка, это классическое соотношение, да? 1 столовая ложка травы на 300 миллилитров или граммов воды. Это касаемо большинства трав, да? Большинства трав. Практически всех трав можно так. И все это заливаем кипятком, не крутым кипятком, а где-то 85 градусов. Крутой считается, ну, установлено, можно сказать, что крутой кипяток разрушает до 20% полезных веществ, витаминов. Заливать в термосе на ночь 12 часов достаточно. Потом пьем уже сколько требуется. В частности, кровохлебка пьется 3-4 столовые ложки. Вот такого вот. То есть не стаканами. Оно не отвар называется, а точнее вот в последнее время фитотерапия на пар. Это растение от болезней ЖКТ, желудочно-кишечного тракта, и ранозаживляющее, кровоостанавливающее. Ну, очень полезное растение, но одним из способов использования растений с давних пор являются эфирные масла. Достоверные сведения о том, что люди научились выделять душистые вещества из растительного сырья, относятся к 5-му тысячелетию до нашей эры. Эфирные масла называются эфирными, потому что они являются сущностью растения. В средние века считалось, что эфирные масла необходимы для жизни. Современная наука дает следующее определение. Это эссенция или экстракт, который определяет аромат и вкус растения. Ну а прямо сейчас определим то самое масло, которое поможет нам быть бодрыми с самого утра. Утро доброе! С вами Эрика Сысоева, и мы продолжаем погружаться в мир эфирных масел. Интересно, можно ли принимать ванны с утра? Да, если ванна вас будет освежать и препятствовать усталости в течение дня. Если перед вами стоят задачи быть активным в течение дня и много-много задач, целей. Давайте разбираться, какие масла вам помогут достичь этих задач. Если мы возьмем масло розмарина и грейпфрута, допустим, розмарина 4 капли, грейпфрута 2 капли. И здесь важно понимать, что мы не можем в воду добавлять эфирные масла. Нам нужен будет сольвент. Это могут быть сливки 10% или 20%. Такой состав вам поможет еще дополнительный уход обеспечить коже. Возьмите 50 граммов сливок, добавьте туда 4 капли розмарина и 2 капли петитгрейна. Розмарин считается маслом, который препятствует усталости, он дарует бодрость и он позволяет быть сконцентрированным. А петитгрейн, он дарует энергию, это цитрусовые эфирное масло. Также петитгрейн снимет излишнее напряжение. Или вот еще один вам рецепт: розмарин и грейпфрут. Тоже грейпфрут, цитрусовое масло, он дарует радость, радостную энергию. Когда мы радостны, наши дела получаются легко и эффективно. Либо возьмем масло розмарина, сосны и тимьяна. Тимьян является антибактериальным маслом. Если вы немножко простужены или чувствуете, что у вас недостаточно энергии, возьмите тимьян, 2 капли или 1 каплю, сосну 2 капли и розмарина 4 капли. Если у вас не оказалось под рукой сливок, то вы можете взять за основу мыльный раствор. Но будьте внимательны, если вы уверены в составе своего
раствора, потому что эфирные масла, они способны доносить до клетки прицепом и другие компоненты. Будьте бодрыми, найдите 15 минут с утра на ванну, и это вас освежит и зарядит энергией. Доброго утра! Ну, отличный совет от Эрики. Я уверена, что если утром вообще начать новую традицию принимать ванну с эфирными маслами, ты почувствуешь себя, ну, как минимум, египетской богиней. Ну, то есть встала ванна, и аромат прекрасный, и бодрость, и хорошее настроение точно обеспечены. Ну, а прямо сейчас поделимся новостями, которые наверняка тоже кому-то прибавят и бодрости, но и самое главное, полезной информации. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В России хотят избавиться от межповерочного интервала счетчиков. Инициаторы такой идеи предлагают запустить в стране систему с использованием искусственного интеллекта. Такая инновация позволит проводить поверку счетчиков и отправлять эти данные в умную систему. Кстати, первый ГОСТ на интеллектуальные приборы учета, в котором прописаны общие требования к его работе, уже появился. Пока он относится только к счетчикам электрической энергии, но аналогичная работа ведется и по другим областям. Свыше 530 случаев укусов клещей зарегистрировали в Якутии. Это на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество укусов клещей зафиксировали в Ленском районе. Укушенным провели серопрофилактику противоклещевым иммуноглобулином, а также 68 человек ранее были привиты против энцефалита. Специалисты исследовали 452 клеща, из них 16 показали положительный результат на вирусный энцефалит, 38 на эксодовый боррелиоз, 4 на моноцитарный эрлихиоз человека и 6 на гранулоцитарный анаплазмоз человека. 1 августа стартует прием заявок на республиканский кадровый конкурс «Якутия вперед». Конкурс открывает широкие возможности для профессионального роста и становится трамплином для многих управленцев республики. Соревнование соберет на одной площадке активных, талантливых и целеустремленных людей. 25 лучших по итогам различных оценочных процедур включат в резерв управленческих кадров региона. 4 финалистов прошлого года уже получили назначение на руководящие позиции в органах государственной власти. По словам главы Якутии, данный конкурс станет важным звеном в долгосрочной кадровой стратегии республики. Более 18 тысяч заявлений было подано в Северо-Восточный федеральный университет. С сегодняшнего дня завершается прием документов на поступление по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места. Согласно порядку приема, завершается прием оригиналов документов от поступающих на основные конкурсные места сроком до 3 августа. Второе заседание по вопросу поступления на основные этапы будет проведено 5 августа. Также с 4 августа начинается прием заявок на заселение абитуриентов в общежитие. Всего для первокурсников выделили 1650 мест. Мы будем рассматривать вопросы зачисления поступающих без вступительных испытаний. Соответственно, это призеры и победители олимпиад федерального уровня. Завтра также у нас будет рассматриваться зачисление в рамках отдельной квоты, особой квоты и целевой квоты. Пакет документов для наших первокурсников – это, конечно же, паспорт, документ, удостоверяющий личность, также документы, относящие гражданина к какой-либо категории льготной, ну а также документы, подтверждающие доходы семьи. На основании этого мы делаем ранжирование, и после этого издается приказ о заселении. Основной поток у нас заканчивается. Также, если при наличии свободных мест, наши студенты первого курса, также студенты старших курсов могут заселиться в общежитие в течение всего учебного года, подав заявление в свой деканат. Якутяне могут принять участие в акции «Большой этнографический диктант». Росмолодежь проводит 4-ю всероссийскую просветительскую акцию с 1 по 8 ноября. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения и поспособствовать дальнейшему укреплению межнационального мира и согласия. Результаты подведут ко Дню Конституции России 12 декабря этого года. К этому часу у меня все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами.
Но 8 августа состоится замечательное событие. В стенах Музея музыки и фольклора народов Якутии состоится уникальное событие – презентация поющего сборника «Крылатые песни сына Алеры», который посвящен выдающемуся деятелю культуры, основателю государственно-эстрадно-фольклорного ансамбля народов Севера Республики Саха-Якутия «Седе», заслуженному работнику культуры Якутии Эдуарду Прокопьевичу Клепечину Айбэй. Сегодня у нас в гостях директор Музея музыки и фольклора народов Якутии, составитель и редактор сборника Мария Корнилова и литературный редактор сборника, доцент кафедры северной филологии, почетный председатель Союза эвенов Якутии Варвара Белолюбская-Аркук. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое, что пришли. Удивительное событие нас ждет. Расскажите про проект «Поющие сборники». Вот мы видим здесь издание. Так, сам проект «Поющий сборник» — это проект нашего Музея музыки и фольклора народов Якутии. Он у нас, вообще сам проект у нас действует уже 3-й год, и в течение вот этих 3 лет нами выпущены уже 3 сборника, поющих сборника. Первый сборник у нас посвящен творчеству Александра Парфеневича Самсонова. Ну вот мы его в кадре показали, да. Очень такая замечательная книга. Именно второй сборник у нас посвящен Акулине Петровне Трайзен-Улганеч. Она сама была эвенкой, мелодисткой. И 3-й сборник у нас посвящен юкагирскому мелодисту Алексею Третьякову. И вот 4-й сборник у нас буквально вот на днях у нас выйдет, посвящен Эдуарду Прокопьевичу Клепечину. И вообще вот сами сборники, почему они поющие? Потому что здесь у нас стихи на слова авторов малочисленных народов Севера. Идет нота, далее идет QR-код с аудио и видеоматериалами в исполнении, вот, допустим, самого автора или других певцов. Ну, то есть, получается, ты не только сборник читаешь на информацию, но и можешь воспроизвести и даже послушать, как это воспроизвела. Потрясающая работа, какая она уникальная и сложная. Почему важны такие издания, для какой аудитории они подготовлены? Ну вот вы правильно заметили, что это уникальные издания. И эти издания — это первые проекты. Это первые проекты по задумке Марии Ильиничны. Да и, мне кажется, не то, что кажется, а так вообще, эти уникальные издания, они для истории. Это и современность, и это прошедшее, и будущее. Будущее, потому что по своей задумке они должны увековечить память тех людей, которых нет среди нас. И, в общем, они посвящены именно музыке, потому что музей музыки и фольклора — это все одно, и музыка, и фольклор, и в основном это по задумке они посвящаются северным композиторам, северным мелодистам. Это в основном эвены, а Александр Парфеневич пел на 5 языках. И на якутском, и плюс на русском языках. Это заслуженный артист России. И я хочу выразить, в общем, Музею фольклора как представитель эвенов большую благодарность за то, что создаются вот такие исторические памятники для людей, которые в свое время сделали очень много по сохранению нематериальной и материальной культуры народов Севера, в данном случае эвенов. Айбэй — это по-эвенски «хороший человек». Хороший человек, Айбэй — это Клепечин. Эдуард Клепечин, с которым мы все работали вместе, с которым мы иногда и создавали и мелодику, и тексты на эвенском языке. Он был очень хорошим исполнителем. Из среды малочисленных народов Севера, побывал во многих местах нашей России. Ну, это потрясающая работа, это кропотливый труд. А когда возникла идея создать сборник? У нас в 22 году к 75-летию Эдуарда Прокопьевича открылась выставка. И, конечно, там собрались все друзья, соратники Эдуарда Прокопьевича, родные. Были высказаны очень много теплых, искренних слов. И в конце, конечно, мы, как музей,
который занимается сохранением языкового и культурного наследия коренных малочисленных народов, мы озвучили о том, что давайте вот издадим такой замечательный сборник. Но, к сожалению, мы долго искали денег, финансовых средств. Вот поэтому в этом году нас поддержала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, и при финансовой поддержке АКМНС мы вот издаем, и 8 августа у нас состоится вот это мероприятие. Ну, издания очень добротные, на века, так сказать, и каждый будет рад иметь в своей коллекции такие вещи. Но почему важна литературная редакция? Ну, конечно, литературная редакция – это общие требования для письменной и устной речи, скажем, да. И особенно вы, наверное, вспомните русскую народную песню «Во саду ли в огороде», да? Да. Раньше в детстве мы всегда пели «Во саду ли в огороде», да? Все слитно. И оказывается, потом, через некоторое время, мы поняли, что это нужно писать «Во саду ли в огороде», да? А не «Во саду ли в огороде», да? И поэтому это исторические издания, они должны, естественно, как и в средствах массовой информации, должны быть написаны грамотно. Это литературная редакция, это требование вообще всех изданий. А, конечно, при издании я сохранила некоторые варианты говорной речи. Говор – это от слова «говорить», это говор, да? А так, от слова «говорить» там, значит, есть некоторые варианты произношения аллаиховских авенов, абыйских авенов там, и, в общем, тех авенов, которые распространенно живут по всей тундре, да? И поэтому они сохранили уникальные варианты говора. Спасибо большое. Спасибо, у нас, к сожалению, мало времени. Вот 8 числа что будет и куда можно подойти и ознакомиться с уже готовым сборником? 8 августа с 15:00 по улице Кирова, 31, в стенах Музея музыки и фольклора народов Якутии состоится презентация данного сборника. И можно с ним познакомиться? Да, можно. Спасибо, что пришли. Великолепная тема, уникально проделанная работа. Будем рады увидеть уже готовое издание и пригласить вас в гости. Дорогие друзья, до новых встреч. Всем хорошего дня и прекрасного настроения. Оставайтесь вместе с нами.